Владимир Уйба проинспектировал ход строительства и ремонтных работ соцобъектов Ижемского района. Во время рабочей поездки 1 сентября глава Коми посетил строящийся фельдшерско-акушерский пункт в селе Кильчиюр, детский сад в деревне Бакур и школу в Ижме. Не остался без внимания и дом для детей-сирот. Все подробности в репортаже Ксении Мишариной. Первый объект и первое замечание. Строительство модульного ФАПа в селе Кильчиюр задерживается. Сваи забиты, каркас установлен, идет монтаж сэндвич-панелей. Для строительства медучреждения из резервного фонда республики было выделено более 7 миллионов рублей. Вы же знаете, взялся за контракт, надо его исполнять. Поэтому тут объяснение, ласта сначала, там это все понятно. Значит, вы руководитель проекта, поэтому вы планируете. Поэтому давайте упирайтесь, точно совершенно вы не успеете, но чтобы это все-таки было не совсем там внесение вас в черный список, как нерадивых. Это совершенно не хочется. Следующий объект – детский сад в деревне Вертеп. Полы старого здания напрочь прогнили. Родители стали жаловаться. Дети мерзнут. Было решено отремонтировать фундамент. В процессе работ стены сместились почти на 20 сантиметров. В детском саду числятся 40 детей. Некоторые из них временно посещают садики в соседних селах. Кто-то остается дома под присмотром родственников. Для завершения ремонта нужны дополнительные средства. И они будут. Хорошо, давайте. Готовьте на переброску и плюсом еще 5, тогда нужна смета, еще плюс на эти 5 допы. Ну, мы все это пройдем через центр индексации, все проверимся, чтобы у нас все было правильно. А вот строительство нового детского сада в деревне Бакур только началось. Фундамент залит, стройматериалы завозят, плиты на первом этаже укладывают. Заключены все необходимые договоры. Еще один объект – школа в Ижме на 600 мест. Работы выполнены на 26%. Залит фундамент, частично обустроен цокольный этаж, смонтированы железобетонные лотки. Сложности возникли во время прокладки сетей теплоснабжения. Остался один недоработанный отрезок. На месте решили, пока еще есть время, проблему нужно устранить. Была какая-то непонятность, связанная с тем, что выдали не ту камеру подключения. То есть, когда запрашивают тех условия, КТК дала номер камеры. Пошли к камере, к ней подключились, а оказалось, что они ошибочно не тот номер дали, и он оказывается другой. Вот эту историю надо сейчас решить, но отдельно вот потом проговорить. Только печалька сейчас в том состоит, что школа работает уже, и мы сейчас там все просто перекопаем. По поручению главы в Ижме возводится 8-квартирный благоустроенный дом для детей-сирот. На строительство жилья из бюджета республики было выделено более 14 миллионов рублей. 6 из них из резервного фонда. Общая площадь дома почти 300 квадратных метров. Объект планируют сдать в ноябре этого года. Ксения Мишарина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Ижемский район.